Добрый день, дорогие друзья! Рад всех вас приветствовать на этом прекрасном мероприятии, как получение знаний, духовных и глубоких мыслей, какой-то философии. И поэтому сегодня хотел бы с вами на этом небольшом отрезке времени поделиться. Поделиться именно моими мыслями насчет самого частого вопроса, который мне отправляют. И этот вопрос, знаете, он на самом деле очень простой, но в то же время крайне сложный. И я думаю, уже, наверное, догадались, это вопрос, связанный с нашим душевным состоянием. Имеется в виду, как найти душевное успокоение, счастье. И поэтому, дорогие друзья, на самом деле нету единого ключа, который мог бы отворить ваше сердце и тем самым изменить его структуру. Вообще понятие счастья, если так посмотреть, его и не существует. Есть удовлетворение, есть радость, есть удовольствие. И когда все это соприкасается в одну точку и длится какое-то время, вот это именно данный отрезок, когда человек считает себя довольным жизнью, считает себя наполненным каким-то особым чувством, мы спешим называть счастьем. И поэтому повторюсь, счастье, вот эта наполненность, у каждого она будет своя. И поэтому иногда мы наполняемся этим счастьем, иногда мы переполняемся этим счастьем. Иногда нам кажется, что ведро, которое мы называем тем сосудом, которое находится в нашей душе, уж грубо, извините, имеет это ведро небольшую дырочку, и поэтому сколько бы мы ни наполняли туда живительной влаги, все равно откуда-то подтекает, и счастья нам постоянно как будто не хватает. И поэтому, дорогие друзья, хочется с вами переговорить, каким образом можно сделать так, чтобы вот это наше душевное состояние, вот эти наши удовольствия, радости, вот эти эффекты, порой они короткие, порой они долгие, оставались в нашем сердце как можно дольше. Для того, чтобы мы могли ощутить нашу эту единственную жизнь в этом бренном мире так, чтобы мы получили хоть какое-никакое удовлетворение тем, что мы живем. И поэтому я бы хотел вам предложить несколько таких моментов, советов, которые кому-то помогут, кому-то, естественно, не помогут, кому-то будут интересны в какой-то части, а кому-то в общем могут показаться чем-то бессмысленным. Но если при правильном применении и при правильном подходе использовать данные советы, я уверен, что ваша жизнь хоть немного, но улучшится. Получите какой-то комфорт, получите даже какой-то эффект счастья. И поэтому, дорогие друзья, давайте мы с вами постараемся запомнить некоторые вот эти моменты и использовать их в нашей жизни. И первый совет – это научиться общаться с положительными людьми, потому что общение с какими-то негативными ребятами, мужчинами, женщинами, из которых со всех, так сказать, щелей прет, грубо говоря, какое-то злобное состояние, какое-то гневные ощущения, слова, эмоции, рукоплескание, не знаю, телодвижение, все это, если вызывает в вас какое-то отторжение, зачем вы тогда с этим человеком общаетесь? Не общайтесь.
Потому что человек, как я уже сказал, он сосуд, а другой человек, выливающий из своего сосуда. И поэтому, если он выливает на вас ушата этого неприятного, этого порой недостойного продукта, который он сам производит, извините меня, вы можете легко подхватить этот вирус злобы, этот, так сказать, паразит недовольства, этот микроб, который будет вас разрушать изнутри. И поэтому даже с точки зрения религии наш пророк, мир ему и благословение Всевышнего Господа, сказал: смотрите на ваших друзей. Смотрите, потому что друзья и есть те, которые вас переполняют. И поэтому, если от человека исходит негатив, бегите от него. Бегите как можно дальше и общайтесь с позитивными людьми. Даже если этот негативный человек, как часто у нас бывает в религии, говорит порой очень правильные вещи, как мы скажем, да? Да какая разница, какие он вещи говорит, правильные, неправильные, если из него выливается одно лишь злобное действие, этот человек, как бы он правильно ни говорил, на самом деле является асоциальным, каким-то, так сказать, индифферентным существом, от которого надо держаться подальше. Второе. Научитесь смеяться. Я это часто повторяю. Наш советский человек, воспитанный именно на территориях, так сказать, бывшего постсоветского пространства, думает, что смеяться это ненормально, смеются лишь психологически неадекватные люди. Но на самом деле смех это естественные качества любого нормального, здравомыслящего человека. И поэтому сдерживать смех не надо. Улыбайтесь, смейтесь, рассказывайте друг другу интересные истории. Если есть у вас какое-то, не знаю, пустое время, посмотрите какой-то интересный фильм. Не какой-то пошлый, как часто бывает, да, и как мне могут в комментариях предъявить, да, не надо ничего пошлого смотреть. Смотрите легкие комедийные фильмы, я не знаю, какие-то там интересные выпуски. Весь интернет ими пестрит. И не обязательно опускаться до уровня каких-то низких наших, так сказать, сотоварищей, которые видят смешное лишь в каких-то примитивных качествах, в виде, ладно, не буду описывать, в виде каких-то низких и таких пошлых шуточек. Надо уметь смеяться не только над физическим действием, как кто-то упал, как кто-то там разбился, как это смешно воспроизводится под музыку. Надо уметь смеяться от абсурда ситуации, потому что абсурд окружает нас везде. Надо уметь находить смешное, дорогие друзья, в тех моментах, которые мы видим в течение дня. И не в смысле какая-то издевка над какой-то личностью, а как вы бы обыграли эту ситуацию в смешном контексте у себя в голове. То есть с воспроизведением какой-то аналогии, и вам это пронесло какую-то радость. Да? Это естественно, это нормально, и поэтому я вам всем советую научиться смеяться, улыбаться. Это очень хорошо, это очень полезно. Я не знаю, какие там эндорфины и мендорфины вырабатываются во время этого процесса, но удовольствие, согласитесь, вы получаете неимоверное. И поэтому очень и очень важно научиться смеяться с друзьями, с близкими, с товарищами, или хотя бы когда вы находитесь один. Научитесь смеяться, это очень-очень важно будет. Третье, вот это. Не вот эти решетки, как кто-то может подумать, не беспокойтесь, я не в тюрьме, я вообще на 6-м этаже, это специально поставили решетки, чтобы всякие счастливчики не научились летать. И я хочу сказать, что вот это прекрасное место, это место, наполненное солнцем. Солнце – это крайне важный продукт с точки зрения как биологии, психологии, так и человеческой физиологии. Потому что солнце – это единственный источник энергии, который питает всю нашу планету, все растения, всех животных, и в итоге нас всех питает. И поэтому мы получаем эффект солнечной энергии не только через продукты питания, не только через воздух, а через лицезрение самого эффекта света. Свет – это физическая величина. Если вы изучали именно понятие физики в школе, хорошо знаете, да, и у света есть скорость, у него есть даже вес, то есть он мельчайший, но имеется.
у него есть мощнейшая энергия, и поэтому, пробиваясь через эти огромные кущи кислорода, вот этой атмосферой, Солнце дает нам огромный заряд энергии. И это не только зарядка для каких-то солнечных панелей, это зарядка для человеческого организма. Мы подзаряжаемся Солнцем, поэтому крайне-крайне важно, дорогие друзья, чтобы в течение дня мы выходили на улицу. Мы выходили, даже если это какое-то облачное состояние погоды, выходили на улицу и смотрели именно на небо, смотрели там на воду, я не знаю, на все то, что отражает именно солнечный свет. И тем самым обязательно, поверьте мне, человек будет наполняться именно силой и радостью и счастьем. Поэтому, когда у людей я часто спрашиваю, задают они мне вопрос, я несчастлив, я говорю, а как часто ты выходишь на улицу на солнце? И он говорит, что он в основном либо в офисе, либо дома. А именно встреча с солнцем у него минимум. Поэтому очень-очень важно встречаться с солнцем. И это не какая-то эзотерика, дорогие друзья. Я далек от эзотерики. Я говорю вам научными фактами. Четвертое. Научитесь гулять. Для меня одно из самых главных удовольствий в жизни – это практически каждый день я выхожу и гуляю. Будь это солнечный день, ветреный, не знаю, дождливый, или там снег идет, метель. В любом случае, если вы выйдете, физически будете двигаться куда-то целенаправленно, а порой и даже не имея каких-либо целей, просто гуляние, потому что физически человек должен быть живым, как бы статарлар говорим, харакет табаракет, именно в движении и есть заключается сама суть жизни, поэтому очень и очень важно, дорогие друзья, чтобы мы с вами все двигались. Гуляйте, пожалуйста, 15-20 минут в день минимум, максимум можно час или даже больше, среди зданий, среди лесов, среди, не знаю, даже полуразрушенных зданий, если вы живете, не знаю, в каких-то там недостроенных местах, да, если вы там живете в деревне, без разницы, выходите и гуляйте, несмотря на какую погоду, это очень и очень важно. Пятое. С этим у нас очень большая проблема, также постсоветского характера. Мы не обнимаемся. Мы не обнимаемся. Почему? Потому что объятия считаются какими-то ненормальными действиями. Объятия воспринимаются как некий интимный контакт между крайне близкими двумя личностями. Либо это муж и жена, либо это дети, либо это родители и ребенок. И даже порой бывает, что ребенок, которому уже там 20, там 25 или больше лет, он уже не спешит обниматься с родителями или с братьями или сестрами, считая, что он уже перешел именно какую-то особую грань детства или сопляжуйства, при котором было нормальным то действие, которое называется объятие. И поэтому он может давать объятия лишь жене или мужу. Нет, это глубочайшая ошибка, дорогие друзья. И я вам хочу сказать, что даже у нас в мусульманской культуре это крайне на самом деле неприятные действия, потому что мусульмане любят обниматься, как мы знаем, да, не только один раз, у нас 2 раза, 3 раза, иногда поднимают. Я особенно люблю турков, когда в Турцию приезжаю, они так крепко обнимают. Порой своя мама так крепко не обнимет. Потому что объятие – это один из, так сказать, видов телесного контакта, не интимного, запомните, это не интим, телесного контакта, который дает человеку на уровне подсознания понять, что он не одинок, что он не един. И поэтому, когда человек ударяется в слезы, когда у него происходит какая-то тяжесть, боль, страдание, испытание, традиционно считается, что нужно обнять этого человека. Будь это человек твоего пола или другого, надо обнять и сказать, что все будет хорошо, потому что именно в этот момент человек чувствует, что он не един, что он не одинок, что он не брошен, что он не забыт и не сломлен, что у него есть кто-то, даже если это незнакомый человек, которого он видит первый раз, но этот человек готов его поддержать. И поэтому объятия очень важны. И поэтому обнимайте ваших жен, мужей, детей,
Обнимайте, я не знаю, братьев и сестер по вере, ну, естественно, в рамках религиозных приличий, нормативов, да, вот, ну, кто как их считает, на самом деле, это ваше личное дело, вот, но объятие, на самом деле, дорогие друзья, дает огромный эффект, о котором мы часто даже не осознаем. Я вам честно расскажу одну историю. Мне как-то было в один момент очень сложно. Тогда я еще находился в Узбекистане. И один человек пришел и просто обнял меня. Когда я рассказал, что у меня такая ситуация случилась. Просто пришел и обнял меня. И это объятие было 2-3 секунды. И знаете, вся боль ушла. Вот реально вся боль, все страдания каким-то образом улетучились. И пришло успокоение. На самом деле это такой ловкий психологический трюк, который мало кто применяет, но обязательно его применяйте. Если увидите, что у кого-то человека какие-то сложности, проблемы в жизни, придите и обнимите его. Или скажите, не стесняйтесь, обними меня, скажите. Да, в этом ничего страшного нет. Но для советских, жестких мужчин и женщин, которые очень воспитаны в классическом, традиционном понятии, это будет неправильно. Но с точки зрения человеческой физиологии, психологии, прийти и обнять какого-то человека, это будет очень хорошо. Как для него самого, так и для вас. И самое интересное, до 18 века именно на Руси объятия были абсолютно нормальными. И потом, позже, при, так сказать, определенных условиях, при определенном развитии, извините, 19 века, вот, это все изменилось. Особенно в советское время, когда это стало считаться уже неуважительным. А вы посмотрите на европейцев, они друг друга обнимают, некоторые даже щечку целуют. Я уж, конечно, не предлагаю такие вещи делать, но при этом они намного счастливее и намного более радостнее, чем мы. Я этого не предлагаю вам. Дорогие друзья, шестое. Если вам уж так тяжело и вы считаете, что ваша жизнь несчастна, у вас в телефоне находится огромный список людей, среди которых есть ваши друзья, или хорошие знакомые, или отличные товарищи, с которыми вы общались 5, 3, 2, год назад, полгода назад, но с которым уже вы давно сейчас не поддерживаете какой-то контакт. И поэтому, если как-то стало на душе тяжело, возьмите и позвоните. Я вот сейчас, находясь в путешествии, постоянно кому-то звоню. Я не скажу, что я несчастлив. Я очень счастлив. Я очень рад тому, что нахожусь в этих красивых местах. Да, очень красивое место. Это город Ханой. Конечно, не центр, я сейчас отъехал. Но тоже очень прекрасное место. Камера не передает. Все эти крыши наполнены различными цветами, деревьями, растениями. Очень красивые крыши. Все чисто, оформлено. Поэтому одно удовольствие находиться тут. Вот. То, что я хочу, дорогие друзья, сказать. Я все равно стараюсь раз, два, 3 дня кому-то звонить. В моем телефонном справочнике 700 имен, из которых, наверное, 400 я помню более-менее нормально. И поэтому общаюсь, звоню, они мне звонят. И поэтому вот эта поддержка в виде простого диалога со старым другом, товарищем, знакомым дает приятное удовольствие жизни. Тем более, находясь за несколько тысяч километров, даже десяток тысяч километров от родного дома. Это очень приятно. Это очень сильно греет душу и дает удовольствие жизни, которое часто мы с вами, бывает, теряем. Седьмое. Научитесь иногда себя баловать. С этим у меня, конечно, проблемы, так как я экономную жизнь сейчас веду. Но вам бы я посоветовал иногда себя баловать. Наше такое советское воспитание: экономим, экономим, экономим. Ради чего экономить-то? Я вот помню, сейчас мама моя обидится, конечно, но я расскажу эту историю. Она уж согласна, что это была не права. Но тогда я пытался долго-долго ей объяснить, что нет смысла брать 3 небольшие территории, чтобы на каждой из них посадить картошку,
которую мы все равно не съедим, которую мы даже если родственникам раздадим и их, так сказать, скотине отдадим, все равно у нас каждый год оставалась гнилая картошка, которую мы выбрасывали. И ради всего этого непонятного процесса летом мы тратили огромное количество времени, сил, возможностей ради, чтобы работать на этом картофельном поле. То есть из 3 вот этих участков нам было достаточно для нашей семьи 10 мешков. Но мы получали 30, раздавали 10. Я не знаю, остальные 10 все равно портились. И поэтому смысл себя мучить, ограничивать, в то время как ты можешь себя обрадовать дополнительным временем, дополнительным интересным, так сказать, провождением своего досуга. И тем самым надо не только радовать себя временем, но иногда радовать надо чем-то вкусненьким. Куда-то сходить прогуляться. Не только жить у себя дома, не только базовые свои потребности закрывать в виде, я не знаю, там, безопасности, жилья, одежды, закрытия каких-то минимальных, так сказать, условностей. Но также надо научиться иногда себя радовать, дорогие друзья. Зачем мы себя закрываем? Зачем мы запрещаем себе иногда получить удовольствие? Естественно, разрешенным способом. Мы же иногда можем купить себе, я не знаю, чипсы. Я не знаю, мы можем себе иногда взять, купить билет в театр Камала. Даже если ты живешь где-то там в Бугульме, в Бавлах, в Ютазах, далеко-далеко. Ну, съезди ты 1 раз в год. Ты можешь купить себе билет в цирк. Ты можешь купить себе, например, даже 50 лет, мужик у меня есть знакомый, товарищ, я ему постоянно предлагал, и он однажды согласился, взял и сходил в Челнах на картинг. Такое удовольствие, такую радость получил. Иногда научиться надо радоваться себе. Потому что по факту деньги у нас у всех есть, имеется в виду для жизни. Есть небольшой запас. Зачем вы копите, если внезапно мы можем все уйти из этого мира, и вы не получите радости от использования этих денег? Как, например, произошло с моей бабушкой, мерхом, конечно. После того, как мы ее похоронили, через некоторое время в матрасе мы обнаружили 10 тысяч советских рублей. 10 тысяч советских рублей. Это огромная сумма. Это неимоверная сумма. Смысл себя зажимать, а тут уже страны нет. Эти банкноты не приносят какого-то удовольствия, так сказать. Они вообще бессмысленны. В итоге этими денежками, этими 5 рублями советскими синими, я игрался, делая из них самолетики. В то время как зарплата бабушки была 60 рублей в месяц. Поэтому, дорогие друзья, смысл копить мандарины, если они за 4 дня испортятся. Научитесь их есть. Научитесь получать удовольствие от каждого дня. И поэтому в рамках разумного, разрешенного, я с удовольствием советую всем вам, если вы считаете себя несчастными, научиться радовать себя маленькими радостями. Это принесет неимоверный эффект. И последнее, 8-й, наверное, я уже запутался, список быстренько набросал. Это научиться какому-то творчеству. Человек – это существо, которое не только потребляет какой-то вид продукции, потребляет время, потребляет силы и потребляет саму жизнь. Человек, он еще и создатель. Создатель не в смысле, как Бог, из ничего. Человек создает из чего-то. И поэтому мы имеем огромный ресурс в виде наших рук, нашего мозга, нашего языка. Мы имеем ресурс в виде, я не знаю, бумаги, разных тканей, карандашей. То есть ты должен научиться что-то создавать, вышивать, ткать, рисовать,
я не знаю, там из глины что-то лепить, делать там, не знаю, на компьютере какие-то 3D модели, создавать из кирпича во дворе у себя дома какие-то, я не знаю, прекрасные строения. Человек, если он не творит, он ноль. Извините меня, конечно, за это слово, но я повторюсь, он ноль. Он существует, а не живет. И когда, будучи человеком, если ты ничего не можешь дать этому миру, то единственное, что ты оставляешь после себя, это гумус. Гумус – это удобрение для почвы на вашем местном кладбище. Над тобой вырастут прекрасные деревья, травка. Вот вся твоя, так сказать, экзистенциальная польза. Ну а если все-таки ты человек с большой буквы, и если ты все-таки личность, то ты должен научиться творить. Пиши стихи, пиши поэмы. Естественно, никто из нас не станет Александр Сергеевич Пушкиным. Даже до уровня, я не знаю, Дарьи Донцовой, может, не дойдем. Но в то же время написать стихи, оформить это в виде книжки, распечатать ее 30-экземплярным тиражом, раздать своим родственникам, такое удовольствие, такая радость. Идея о том, что мы должны весь мир обрадовать, нет, это все фикс идея, фигня это на самом деле, извините меня за это слово. Весь мир обрадовать смогут единицы из миллиардов. Но обрадовать своих близких, родственников своим творением. И при этом я скажу женщинам большое спасибо, потому что если они с душой, с удовольствием, с полной отдачей готовят вкусные блюда, это тоже есть прекрасное творение. Это тоже есть произведение искусства. Masterpiece, как на английском говорится, это кусочек его мастерства. И поэтому любое ваше действие, которое направлено на созидание, то есть ты отдаешь часть себя, кусочек свой в этот продукт, то в этом случае, дорогие друзья, ты что-то оставляешь этому миру. Естественно, после балиша много чего не останется, поэтому это хорошо готовить вкусные мантышки, согласен. Но все-таки надо постараться оставить после себя что-то, что будет еще, не знаю, лет 5, лет 10, лет 20, лет 30 напоминать другим о том, что был такой замечательный человек. Даже наш пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего Господа, сказал, что одним из самых лучших дел, которые человек может сделать в этом мире, оставить после себя какое-то действие. Он, естественно, сказал, максимально полезный по тем временам это выкопать колодец, не знаю, там поставить какие-то удобные для людей дорожки, мосты установить. Но сегодня мы живем в 21 веке, и в колодцах мы не нуждаемся, в мостах мы не нуждаемся. Я, конечно, не про Африку, но зато мы нуждаемся в частичке человека, которую он может передать нам в виде своей мудрости. И даже про это наш пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего Господа, сказал: хороший совет, который ты оставил новым поколениям, тоже является великий садака, то есть великой милостыней, является великой милостыней. И поэтому производите, обязательно что-то производите. Поверьте мне, когда ты что-то производишь, когда ты отдаешь кусочек своей души обществу, чтобы они тоже потребили это, получили какое-то удовольствие экзистенциальное, то ты на самом деле радуешься, наполняешься, ты получаешь эффект так называемого счастья. Может и ненадолго, а может и надолго. Ты начинаешь считать себя довольным жизнью человеком. И поэтому, дорогие друзья, творите, делайте, пишите,
рисуйте, ваяйте, стройте. Не знаю, что вы можете делать, делайте. Главное, чтобы после нас хоть что-то осталось в этом мире. И все это будет радостью, назиданием и чем-то интересным для будущих поколений. И поэтому вот эти 8 советов, дорогие друзья, я хотел бы сегодня вам именно преподнести в виде моего продукта. Не продукта, который я произвожу, потому что я это узнал у этих людей, что-то я познал сам, но при этом я, делясь с вами этим видео, тоже получаю удовольствие. Что вы смотрите, что вы комментируете, кто-то негативно, кто-то радостно, кто-то благодарит. У каждого свой подход. Но самое главное, чем больше мы сможем сделать полезного друг для друга, тем более радостными и счастливыми мы будем считать нашу пройденную жизнь. И поэтому всем вам большой салям, удачи, радости в жизни. Мир вам. Салам алейкум.